Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия панельной дискуссии «Укрепление здоровья семьи. Стратегический фактор демографического роста. Лучшие практики макрорегиона». Дискуссию организовал проект фонда «Росконгресс. Здоровое общество». В качестве эксперта в мероприятии принял участие Олег Аполихин, директор научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, член-корреспондент Российской академии наук, член Общественной палаты Российской Федерации. И сегодня он гость нашей студии. Что же необходимо предпринять для улучшения демографической ситуации в нашей стране, узнаем в ходе беседы. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какова же сейчас роль традиционных семейных ценностей в решении демографических проблем? Вы знаете, мы привыкли видеть нашу страну очень большой. На самом деле, если посмотреть на демографическую карту, то Россия сейчас занимает лишь 9-е место после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. Но если вот та ситуация, которая сейчас развивается, не изменится, то к 2050 году, по прогнозам аналитиков ООН, мы будем занимать уже 18 место. И смотрите, что произойдет. Глобально вырастут такие геополитические центры, даже вот не Китай, а Индия значительно перегонит. Китай тоже вырастет, но значит, меньше, чем Индия. Очень здорово подрастет Нигерия, очень здорово. Соединенные Штаты вырастут, но незначительно, за счет миграции. А что с нашей страной? А наша страна уменьшится. И вот именно поэтому президент в своем выступлении сказал, что цена действия, нашего бездействия – это 50 миллионов человеческих жизней. 50 миллионов. Но демографы посчитали и сказали, что нам достаточно 10 миллионов, чтобы ситуация вошла в так называемое демографическое кориолисово ускорение, когда коэффициент рождаемости снизится до 1,2 и будет ниже. Это известно демографами, известная ситуация, когда восполняемость будет практически невозможна. И страна войдет в пике. То есть фактически вопрос стоит о том, что это может наступить дезинтеграция государства. Почему? Потому что процент молодых людей становится все меньше и меньше в соотношении с пожилыми людьми. Пожилые люди у нас сейчас живут дольше, может быть, не так, как мы хотели бы, долго, но живут дольше значительно, и процент их увеличивается. Они меняют социальную инфраструктуру. Это уже не инфраструктура города или там поселения молодых людей, где заводы, где кинотеатры, где стадионы. Это больницы, это дома социального презрения или там дома инвалидов, центры для обеспечения инвалидов, это дома престарелых, это другая совсем инфраструктура социальная, она очень затратна, очень затратна. А кто же содержит эту структуру? Количество молодых людей становится меньше, меньше, меньше. Эти люди, естественно, под такой нагрузкой сокращаются рабочие места, им негде работать, они уезжают из региона. Вот такой закономерный процесс, который очень важно понимать. Нельзя допустить этого, но на всей территории Российской Федерации сейчас суммарный коэффициент рождаемости 1,5. Он даже ниже того, который был заявлен в национальных целях 1,7. Хотя и этого недостаточно, потому что двое родителей должно быть двое и чуть-чуть больше детей. То есть коэффициент должен быть больше 2. 2,1, 2,1,5. Хотя бы для того, чтобы было сегодня то население, которое есть сейчас. То есть в будущем было то население, которое есть сейчас. Скажите, а каковы основные принципы сейчас охраны репродуктивного здоровья у мужского населения? Вы знаете, мы очень многое сделали. Вот в направлении этого, так как это серьезный очень вопрос для нашего государства, как сказал президент, это вообще для всех стран серьезный вопрос, вопросы демографии. Но для нашей страны, с учетом территорий, с учетом того, что мы единственная страна мира, которая для обеспечения ВВП, валового национального продукта, всегда геологически поднимала градус. То есть ведь мы воспроизводим валовый национальный продукт интенсивно. Мы, нефть, газ производим сырьевую, обеспечивающуюся экономику и воспроизводим ее. А это требует присутствия человека. А у нас за территорией Урала на протяжении 500, 600, 700 тысяч километров зачастую нет ни одного человека. Одна провинция Китая 65 миллионов, а у нас на все население Сибири и Дальнего Востока зачастую меньше, чем значительно, чем эти. Даже
цифры, которые одной провинции Китая характеризуют численность народа населения. То есть у нас там менее 30 миллионов человек за Уралом. Все. Понимаете? Вот вам и все. И пожилое население, пожилое, это не молодые. Молодые уезжают с региона, уезжают в центр, уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, Новосибирск. Идет миграция. То есть кто же останется там? Кто там останется? А как их обеспечить? Кто будет за ними их обеспечивать, если уйдут молодые? Это пожилые города, это фактически такая вот совсем другая инфраструктура. Поэтому президент сказал, что для нас это вопрос национальной безопасности с учетом нашей огромной территории и редкого населения. Вот именно поэтому вопрос, собственно говоря, обеспечения этой инфраструктуры, он ключевой. Мы много очень сделали. Наше министерство, наш вообще социальный блок, весь правительство принимает в этом огромное, понимают это и уделяют этому огромное внимание. Мы снизили младенческую материнскую смертность более чем в 4 раза. Мы достигли исторического минимума в борьбе с младенческой материнской смертностью. Мы строим перинатальные центры, мы вкладываем серьезные средства и большое внимание к инфраструктуре. Вот. Но если мы посмотрим на результативные показатели, не текущие, там столько-то построено, столько-то сделано операций, столько-то сделано тех или иных процедур, а какой результат этого, то мы увидим, что коэффициент рождаемости, это все результативный показатель, на который это все было направлено, он снижается. То есть стоит вопрос, а почему же это так? Куда же идут наши усилия? Что же мы делаем? Много мы делаем, но получается, что, к сожалению, не достигаем результата. И вот стали мы внимательно, когда смотреть на это вот сделано, мы увидели, что с 2013 года, как показатель, у нас растет потребность в процедурах ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. То есть, хотя мы единственная, опять-таки, страна мира, которая обеспечивает эту процедуру полностью за федеральный счет. То есть у нас люди не платят ничего. Даже такая страна, как Израиль, обеспечивает ее только на 30%. То есть на 70%. 30% платит гражданин сам. Вот. Но у нас это полностью покрывается государством. И возникает вопрос, какая тенденция? А тенденция к тому, что больше и больше с каждым годом растет количество людей, которым необходимо воспользоваться этой процедурой. А как вы думаете, хорошо ли это или плохо? Хорошо ли это или плохо? Я бы сказала, что это все неоднозначно. На самом деле, естественно, с одной стороны, это хорошо, что государство дает поддержку этим людям. Но, с другой стороны, если растет количество молодых людей не в состоянии естественным образом воспроизводить самих себя посредством тех нарушений состояния здоровья, которые они имеют, это как раз и характеристика того, что за здоровьем, с репродуктивным здоровьем в нашем обществе ситуация очень и очень напряженная. То есть количество людей, которым требуется эта процедура, из года в год растет. А это естественное состояние физиологическое, которое дано человеку. Вообще это самое главное. Ибо Господь, когда отпускал людей на землю, и посылал людей, Он сказал им что? Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собой землю. Он им сказал, богатейте, стройтесь. Нет. И это основная функция на земле. И, естественно, наш президент, говоря о том, что если у нас не будет людей, зачем нам экономика? Воспроизводство человека человеком и воспроизводство людей на нашей планете, и на нашей стране, в частности, является основной задачей, наверное, любого государственного образования и любого лидера государства. Это вообще при Екатерине, знаете, оценивали даже работу губернаторов именно по этому показателю. Тогда не было электронных средств учета, коммуникационных средств, и смотрели на это только единственный показатель. Какое народонаселение в веренной губернии. Если растет, даже не смотрели, почему оно растет, значит, работает хорошо. Если уменьшается, мрут или бегут оттуда, значит, убирали руководителя, потому что работает плохо. Вот абсолютно четкий показатель. В демографии рост количества семей. Вот смотрите, дети рождаются в семье. И если женщина, может быть, одного и для себя рождает, такова ее пассионарная материнская сущность, то второго, третьего заказывает мужчина.
И если полная семья, количество семей растет, тут четкий абсолютно индикатор, что можно надеяться на рост населения. Если, соответственно, большинство одиночек, разводы, то одиночки миграционно неустойчивы. Они ищут себе новую долю жизненную, они уезжают, и они не стабильны в плане социального такой детерминанта, как воспроизводство населения. Поэтому создание молодых семей, политика направлена на поддержку молодых семей, инфраструктура, жилья, образование, социальных лифтов. Но самое главное, идеологическая поддержка традиционных семейных ценностей, о чем вы задавали вопрос. Потому что производство людей – это не производство стаканов. Люди не размножаются посредством рубль туда, рубль сюда. Это ценности. Ценность семьи, ценность детей, которая формируется посредством 3 P. Политик, это государственная политика, здравоохранение, образование, социальные всякие соответствующие инструменты. Это паблик, это, соответственно, общество. Как общество относится к многодетным. Приветствует оно их или вообще считает, что многодетность – это негативное явление. Как общество относится вообще к молодым семьям, насколько это считается ценностью. Человек, имеющий семью, имеет приоритет, например, в устройстве на работу. И такое есть, и такое есть сейчас, такое было в нашей стране, что если человек создал семью, то он, значит, создает ячейку общества. Значит, если у него сильная, хорошая семья, и в семье мир, и любовь, и согласие, значит, и такого человека можно делать руководителем. Потому что если он не создал семью, если он никем не руководил, то, соответственно, он и страной руководить не может. И, естественно, и такого человека не двигают в таком, что называется, пассионарном плане, в плане какого-то социальных каких-то лифтов. Поэтому это очень четкая взаимосвязь поддержки семейно ориентированного поведения, поддержки детности, многодетности. Об этом сказал наш президент. Сегодня каждая семья, русская, российская семья, значит, семья на территории нашей большой страны должна все-таки индикатором ставить для себя, значит, 3 детей, то есть желательно к этому, по крайней мере, стремиться. Вот. И во многом это традиционные семейные ценности, потому что самое главное – это последний people, то есть что мы вкладываем в воспитание ребенка. Потому что ребенок делает не то, что мы ему говорим, а то, что мы делаем. И, соответственно, если мы хотим, чтобы дети наши имели такое семейно направленное поведение, их надо воспитывать в этом. Значит, у родителей должно быть 2-3 детей. Окружение, где растут дети, должно быть из братьев и сестер, где они играют, где они общаются и так далее. А если один ребенок, и если мама значит, воспитывает его одна, ей некогда, и вот он весь день, извините, сидит в интернете. А что такое интернет? Икона зла. Да? И вот ребенок формируется посредством вот этой негативной информации. В интернете есть много и хорошего, но зачастую так устроен ребенок, что он зачастую ищет какой-то такой элемент, возбуждающий его, и находит всякую такую негативную информацию. Вот. Соответственно, нужно общение со сверстниками, и создание социальных учреждений, спортивных клубов, спортивных центров. Что должно быть бесплатно. Это не должно быть, значит, для обычного человека недоступно. И социализация детей, потому что много детей в семьях, где один ребенок. Они не в состоянии воспроизводить вот эту составляющую. Поэтому не государственные меры. Мы надеялись на то, что нам еще надо дать для человека. Мы говорили всегда, вот мы, государство, чиновники, руководители, а что нам еще? Дальневосточный гектар, выплаты, что нам надо дать для человека, что мы еще должны для человека. А мы должны сказать, каким нам надо сделать этого человека. Понимаете? Чтобы была именно та ситуация, есть русская пословица, не в коня корм, что ты ему не дай, он или пропьет, или потеряет, понимаете? Поэтому вопрос человека, воспитание человека, а это идеология. Это идеология. А мы бы хотели решать вопросы вот этой самой главной миссии человека на Земле, воспроизводства себе подобных, посредством технологий, рубля, выплат, еще чего-то. Нет. Идеология решается идеологией. Поэтому необходимо нам заботиться о воспитании человека и потом уже к нему прикладывать социальные технологические инструменты, выплаты, обеспечения и так далее. Тогда будет результат. К сожалению, о воспитании человека действительно вспоминают в самую последнюю очередь. Я благодарю вас, Олег Иванович, за то, что нашли для нас время, стали гостем студии и за то, что у нас сложилась с вами такая интересная, содержательная беседа. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.